Здравствуйте, вы смотрите новости «Набережные Челны». Сегодня с вами Елена Камалова. И вот о чем мы готовы вам рассказать. Справляются ли дорожные и коммунальные службы с последствиями снегопада? Что по этому поводу думают представители городской власти и автолюбители? Вы узнаете в материале Эльмиры Гайнудиновой. Ремонт подъездов, порыв труб, уборка территорий. С какими жалобами обращаются челнинцы? На финишной прямой в инфекционной больнице заканчивается капремонт в блоке Г. Татарский драмтеатр готовит премьеру. Зрителям покажут безответную любовь Набиры Гиматдиновой. Удвоить количество спецтехники по уборке снега. Такое поручение сегодня дал мэр Челнов Наиль Магдеев во время аппаратного совещания. Напомню, в нашем выпуске мы неоднократно рассказывали о возмущениях автолюбителей и пешеходов из-за несвоевременной уборки снега. Что по этому поводу сказали представители городской власти в материале Эльмиры Гайнудиновой. Снегопад, конечно, временно прекратился, и сейчас в Челнах, можно сказать, такая весенняя погода. И тот снег, который не успели убрать коммунальщики и дорожники на улицах города, начал таять, что создает дополнительное неудобство пешеходам и автолюбителям. Например, на бульваре Галиаскар Камала. По словам автолюбителей и пешеходов, снег здесь не успели своевременно убрать, поэтому уже образуются лужи. Если подморозит, то будет настоящий каток, сетуют челнинцы. Очень тяжело ездить по такой дороге. Машину туда-сюда катает. Вообще невозможно припаркануться негде, когда вот все завалено снегом. Ну вот местные дороги не убирают. Проспекты, если еще чистят, а вот местные дороги – это вообще кошмар. Дорога растаяла, нечищенная, кочки, намороженные кочки, гололед. Тяжело. Ну, плохо убирают. Сложно ходить. На машине сложно ездить, перестраиваться. В исполкоме отмечают, борьба со снежной стихией проводится в круглосуточном режиме. По словам первого замруководителя исполкома, прошедшая неделя была непростой из-за погодных условий. У нас за прошедшую неделю выпало почти 62 миллиметра осадков. Это 141% отмеченной нормы. В этой связи предприятие автомобильных дорог работало в круглосуточном режиме. Выходило ежедневно на чистку автомобильных дорог более 150 единиц техники и 120 дорожных рабочих. Кроме того, была привлечена и дополнительная техника – 70 единиц, так как своей не хватало, сообщил Илья Зуев. За 4 дня выпало одномоментно много снега. За неделю было совершено 1916 рейсов на снегосвалку. Для сравнения, в прошлом году было выполнено только 503. Я думаю, что группировку технических средств нужно не удваивать, а утраивать. Вот вы сказали по привлечению дополнительных более 100 единиц самосвалов, грузовой техники, уборочной техники. Я думаю, что их должно быть не 100, а 200. Деньги на уборку города есть, подытожил городоначальник. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости «Набережные Челны». Но волнует челнинцев не только неубранный снег на проезжей части и тротуарах. Также были обращения по предоставлению некачественных жилищно-коммунальных услуг, вопросы, связанные с капремонтом спортшколы «Олимпийский» и многие другие. Сегодня во время делового понедельника руководитель аппарата исполнительного комитета Гульнара Ахметова подвела итоги за 9 месяцев. За 9 месяцев текущего года было рассмотрено 5900 обращений от челнинцев. Среди них были и коллективные. Так, родители воспитанников Олимпийского просят пересмотреть график занятий у ребят. В спорткомплексе проводится капитальный ремонт. Детей и тренеров, преподавателей перевели в другие спортивные учреждения, где им предоставили только вечерние и ночные часы тренировок. Как отметил мэр города, надо было решить заранее вопрос. Собрать в каждой секции родителей, объяснить, что ситуация на год поменяется. Ремонт есть ремонт. Будем делать капитальный ремонт. Ту или иную секцию переводим в ту школу, вот в это спортивное сооружение, на это время. Понятно, что у родителей меняется трафик. Каждый своего ребенка старается вовремя до секции довести.
или на личной машине, или на общественном транспорте. Как отметил градоначальник, эта работа не была проведена, потому и поступают жалобы. Но тематика письменных сообщений показывает, что больше всего челнинцев волнует тема ЖКХ. Количество жалоб по вопросам, относящимся к компетенции управляющих компаний, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем в 2 раза и составило 127 обращений. В том числе это обращения по вопросам уборки подъездов и придомовой территории, обслуживания общедомового оборудования и ремонта подъездов. Наибольшее количество жалоб было к управляющим компаниям Камстройсервис, Челныстройремонт, Жилкомсервис, Центральный и Электротехников. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости Набережные Челны. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия или у вас есть проблема, которой вы хотели бы поделиться, звоните нам по номеру 8 939 311 31 31. Оставьте свое сообщение в любое время суток. Также вы можете присылать свои фотографии и видео на наш номер. Корреспонденты обязательно просмотрят и прослушают ваши сообщения. И, может быть, именно по вашей истории снимут следующий репортаж. Ваши сообщения мы принимаем круглосуточно. Мэр Челнов ездил в служебную командировку. Он посетил воинскую часть, в которой побывал год назад. Передал защитникам Отечества шефскую помощь. Это тепловизоры, прицелы, квадрокоптеры, дизельные генераторы, теплые палатки, термобелье и многое другое. По словам Наиля Магдеева, бойцы за это время возмужали, набрались опыта. Боевой дух достаточно высокий. Мы это увидели. Еще раз хочу сказать, что это видно и по поведению, и по разговорам. Поэтому вывод, который напрашивается после очередной служебной командировки в зону специальной военной операции руководства города, эту работу дальше продолжаем. Из Челнов в зону проведения СВО отправили почти 1500 военнослужащих. Это и контрактники, и мужчины, призванные в ходе частичной мобилизации, и добровольцы. Перед новогодними праздниками градоначальник попросил уделить больше внимания детям военнослужащих и организовать им досуг, оказывать шефскую помощь защитникам Отечества. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Весь ноябрь скидка до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 27 ноября по 2 декабря. ТЦ на Пушкинской, 45-й комплекс. Новый год в санатории «Радуга». 31 декабря банкет, яркая шоу-программа. Новогодние праздники со 2 по 8 января. Лечение, СПА, тематическая анимация, каток, лыжная трасса. Звоните 20 56 26. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Строители приближаются к финишной прямой. В блоке Г Набережно-Челнинской инфекционной больницы завершается капитальный ремонт. Мэр города Наиль Магдеев побывал в медучреждении и проинспектировал ход работ. Именно в блоке Г будут располагаться мельцеровские автономные боксы для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Часть пациентов будут госпитализировать через балконы, чтобы минимизировать количество контактов и не распространять инфекции. В боксах предполагается размещение 2 койко-мест, но сейчас здесь установлено 4. В случае подтверждения диагноза пациента госпитализируют, а также медработников, которые осматривали его. И для того, чтобы максимально исключить человеческий фактор, здесь вентиляция сделана таким образом. Везде идет градиент понижения давления. То есть в коридоре давление за счет вентиляции создается больше. И при открытии двери поток воздуха идет из коридора в палату. Почему? Потому что здесь давление меньше, чтобы не было обратного тока. А это палата номер 7, палата интенсивной терапии. Она есть на всех этажах. Все розетки и консоль, она подключена тоже к дизель-генератору. Почему? Потому что в случае чего-то, чтобы электроснабжение здесь было всегда постоянное. А здесь будут находиться достаточно тяжелые пациенты, которым требуется тоже медицинская помощь в усиленном объеме, в большем объеме, чем в реанимационном отделении.
Также мэр города Наиль Магдеев предложил рассмотреть возможность организации навесов, которые бы сохранили территорию балконов от осадков. На следующий год останется приведение в порядок, капитальный ремонт блока «Д», благоустройство, озеленение. Часть расходов город взял на себя в сумме 80 миллионов рублей. Вообще сумма затрат на капитальный ремонт довольно большая. На сегодняшний день отремонтировано более, уже будем говорить, 30 тысяч квадратных метров площадей. И потрачено из республиканского бюджета 2,5 миллиарда рублей. Планируется ввести в эксплуатацию блок Г не позже 10 декабря этого года. Лилия Гатина, Сергей Вильданов. Новости Набережные Челны. Татарский драмтеатр готовит премьеру. Труппа представит зрителям спектакль по роману популярной казанской писательницы Набиры Гимаддиновой «Безответная любовь». Герои постановки – люди непростой судьбы и непростого характера, отстаивающие свои представления о справедливости. На репетиции побывала Лилия Гатина. В спектакле речь идет о добре и зле, о человечности и коварстве. Эти противоположные понятия и в нашей реальности, в которых человеческих судьбах играют злую шутку, из-за которой рушится жизнь, судьба, счастье. Спектакль «Безответная любовь» учит быть немного добрее, не совершать необдуманные поступки. Сам материал впечатлил своим языком, культурой речи, атмосферой. Да, вот еще одной из тем здесь было это сохранение традиций, уважение к природе. Но что больше всего заинтересовало, это то, как подросток, девочка смотрит на жизнь, какой ее взгляд, какие взаимоотношения. Говорят, что от любви нет лекарства. Молодая девушка Савиля влюбляется в своего учителя, который намного старше ее. Это испытание для обоих. И возможность, которая помогает Савиле открыть для себя мир с совершенно другой стороны. Моя роль Савиля, девочка влюбляется в своего учителя, а у меня в своем опыте таких ситуаций не было. И, конечно же, непонятно, какие чувства, как вообще сыграть эти ситуации. Роль для меня тяжелая пока, так еще работаем, репетируем, ищем. Думаю, найдется, но роль в чем тут играть надо любовь. Я такую роль еще не играл, поэтому мне сложновато. Увидеть премьеру спектакля «Безответная любовь» челнинцы смогут 8, 9 и 10 декабря. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей. Новости Набережные Челны. Защититесь от простуды сезонной хандры со вкусом. В город вновь вернулась выставка-ярмарка «Икра и рыба Камчатская». Более 35 видов морских деликатесов. На прилавке тунец, омуль, белорыбица, нерка, палтус и, конечно, королева любого стола – чавыча, приготовленная прямо на корабле. Приобрести ее можно только на выставке-ярмарке. Челнинцев ждут по новому адресу. Торговый центр на Пушкинской, проспект Сюмбике, 51. Выставка «Икра и рыба Камчатская» уже не первый год радует челнинцев своими деликатесами. Здесь можно приобрести чавычу и красную икру, белорыбицу, тунец и палтус, нерку, кижуч и белугу. Глаза разбегаются от разнообразия рыбы. Вкусненького, конечно, много. Все вкусненькое. Уже не первый год покупаем, они постоянно сюда приезжают. Ну, нравится северная рыба. Очень вкусно, очень вкусно. Вот захотелось икры, пошла икры купила. Чавычу, белорыбицу, очень вкусно. Потом брюшки чавычи брала в свое время. Очень вкусно. И в холодильнике держится, и все нормально. Всем известно, что морская дикая рыба и икра обладают множеством витаминов. Например, чавыча – ценный источник омега-3 и 6 жирных кислот, витамина D, белка, фолиевой кислоты. Важно, что камчатская рыба выращена не искусственно. Кроме того, ее коптят только на натуральных опилках – яблони, вишни и груши. Я взяла вот чавычу и
белорыбицу. Рыбу люблю. Я рыбу ем с удовольствием, всегда кушаю ее, потому что считаю в рацион для нас, вот, пожилых людей, мне уже под 80 надо. На хлебушек намазываю, вот, и мы с мужем кушали. Камчатская рыба и икра может стать главным блюдом на вашем новогоднем столе. Ее вкус оценят все гости праздника. Приобрести дальневосточные деликатесы можно по 2 декабря включительно в торговом центре на Пушкинской, проспект Сюмбике, 51. Не просто актуальные модели, но и удобные. В Набережных Челнах продолжает работу выставка белорусской обуви. На ней представлено несколько сотен пар для мужчин и женщин на все сезоны. Выставка «Белорусская обувь» расположена в торговом центре «Центральный ряд», бывшее здание детского мира. Зимнюю обувь выбирать нужно с умом. Учесть необходимо качество и практичность, чтобы в мокрую погоду ноги не промочить, в холодные дни не заморозить, а в гололед не сломать. Многие выбирают именно белорусскую обувь. Нам с мужем нравится обувь производства Белоруссии. Мы уже давно им только и пользуемся, что летней, что зимнюю. Качество очень хорошее. Советую. Большинство зимней обуви здесь рассчитаны на особенности строения ноги. Высокий подъем, растоптанность, выступающая косточка или плоскостопие. Неважно, опытные консультанты учтут все нюансы и подберут наиболее удобную и подходящую обувь. Эта модель имеет влагостойкую пропитку, и ваши ноги не промокнут в слякоть. Увеличенная полнота сапог позволяет носить обувь с деформированными и отекающими ногами без дискомфорта и боли, ощущая легкость и комфорт. Помимо мужской и женской зимней обуви, здесь можно приобрести и верхнюю одежду. Рисунок на данной модели обработан лазером, за счет чего она не промокает и не оставляет разводов и мокрых пятен. Крой у нее батальный, подойдет на любую фигуру. Выделка из норки подчеркивает дороговизну и придаст элегантности. Меховой капюшон заменит шапку в самые сильные холода. Одел, проверил, все классно, вообще очень хорошее качество. Давно искал такую куртку. Вот случайно его нашел здесь. Выставка белорусской обуви работает по адресу проспект Мусаджалили, 55Б, торговый центр «Центральный ряд» и бывшее здание «Детский мир», отдел номер 10. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. В студии была Елена Камалова. Хорошей вам рабочей недели и оставайтесь на нашем телеканале.